эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Площадь лесных пожаров уменьшилась в Якутии. Сложная обстановка сохраняется на территориях 4 районов. Инспекторы Госпожнадзора проверяют школы, какие требования пожарной безопасности чаще всего нарушают. 183 километра дорог приведут в нормативное состояние в Якутии, а еще появится уличное освещение. Площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась почти на 6 тысяч гектаров. Сложная обстановка сохраняется на территориях Верхоянского, Кобяйского, Тампонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 24 очага. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Об этом сообщили в МЧС России по Якутии. За минувшие сутки в регионе возникли 2 лесных пожара, 47 ликвидировали. С огненной стихией боролись около 460 человек и более 60 единиц техники. Вакцинация школьников от гриппа в Якутии должна завершиться до 1 октября. Об этом сегодня заявил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации в республике. Глава Якутии также выразил надежду, что вакцина от COVID-19 скоро начнет поступать в регионы. В первую очередь это будут обеспечиваться медицинские работники, работники образования, ну и вообще массовая вакцинация, как докладывает министр здравоохранения Российской Федерации, она уже после 1 января начнется по всей стране. И поэтому сейчас наша главная задача – максимально уберечь население от распространения коронавирусной инфекции. Айсан Николаев также отметил, что завтра будет приниматься решение о продлении ограничений в регионе. Но вместе с тем будут некоторые послабления, так как ситуация в столице региона на протяжении месяца стабильная. Напомню, что за последние сутки в Якутии зафиксировали 62 случая заболевания COVID-19. Из них 39 в столице региона, остальные в районах республики. Инспекторы Госпожнадзора проверяют школы региона на соответствие требованиям пожарной безопасности в преддверии учебного года. В настоящий момент в городе Якутске принято около 30% объектов. Работа продолжится до конца августа. Отмечу, что к началу учебного года в столице региона будут работать более 60 школ. Основные нарушения – это срок службы систем пожарной автоматики, нарушение требований пожарной безопасности на путях эвакуации, несвоевременная перезарядка огнетушителей, а также нарушения по техническому обслуживанию пожарных кранов. Органами государственного пожарного надзора производится приемка общеобразовательных объектов, в ходе которой мы акцентируем внимание на наличие и исправность систем противопожарной защиты, путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, а также знания персоналом требований пожарной безопасности. На территории города Якутска расположено 69 средних общеобразовательных учреждений. На данный момент у нас принято более 30% объектов и готовы к новому учебному году. Контрольно-надзорные мероприятия продлятся до конца августа. Правительство России распределит 22 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов во всех школах. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, до этого федеральную субсидию на организацию горячего питания могли получить только те регионы, где все без исключения школы были к этому готовы. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовиться, могли остаться без федеральной поддержки. Правительство также выделит средства на закупку более 2000 новых школьных автобусов для регионов. На это предусмотрено 5 миллиардов рублей. Они поступят в регионы уже в этом учебном году. Исполняющий обязанности председателя правительства республики Андрей Тарасенко посетил Хангаласский район. Он ознакомился с ходом ремонтных работ на участке автодороги УНАС напротив села Улахан. Там подрядчик проводит замену дорожного полотна протяженностью 3 километра 800 метров. Затем Андрей Тарасенко направился в город Покровск, где осмотрел строящийся объект – новую водоочистную станцию. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии также посетил завод базальтовых материалов и Покровскую звероферму, где занимаются разведением серебристо-черных лисиц и соболей. Также Андрей Тарасенко побывал в поселке Махсагало, где ознакомился с рабочим процессом таких предприятий, как Хангаласас и Якутцемент.
Якутские спасатели пришли на помощь раненому туристу. Уроженец Челябинска получил огнестрельное ранение во время сплава с компанией на катамаранах по реке Ганам в Алданском районе. Сообщение о происшествии поступило вечером 12 августа по спутниковой связи. На место происшествия вылетели спасатели с сотрудниками медицины катастроф и МВД. Однако обнаружить группу не удалось. Связаться с ними также было невозможно. Сегодня утром был совершен повторный вылет, в результате которого туристы были найдены. Из-за густого тумана вертолет не смог совершить посадку и вынужден был сесть в 900 метрах от места происшествия. Пострадавшему сразу оказали первую медицинскую помощь, после чего мужчину переложили на носилки, погрузили на катамаран и спустили вниз по течению до места посадки вертолета. Позже раненого доставили в больницу в Нерюнгри. В Якутии открыт конкурс на участки для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 10 сентября. Согласно конкурсной документации, 16 участков представляют собой озера. Один расположен на Вилюйском водохранилище и еще один на реке Алазея. Заявленные объекты – промысла, чир, пеледь, сик, голец, карась, щука, окунь, налим и елец. Участки предоставляются на 20 лет. Всего выставлено 18 участков, из них в Верхнеколымском районе 3, Среднеколымском 4, Усть-Алданском 5, Кобейском районе 4, Жиганском 1 и Мирнинском районе 1. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте закупок, либо на сайте Министерства экологии. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября по адресу города Якутск, проспект Ленина, 22, 604, либо 605 кабинет. 183 километра дорог приведут в нормативное состояние в Якутии. Сейчас идут работы на 23 объектах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже сдан в эксплуатацию ранее аварийно опасный участок на республиканской автодороге УМНАС. В рамках программы с окончанием ремонта автодорог в ряде населенных пунктов появится уличное освещение. Общая протяженность составит почти 11 километров. Сейчас введено в эксплуатацию 4,7 тысяч метров освещения в Покровске. В городе установили 128 опор. По завершении работ по Улахан у нас также планируется обустройство уличного освещения на протяжении 1,6 километров, где будет установлено 64 опоры. И также по Болгуньяхтаху у нас будут обустроены тоже 4,4 километра, будет установлено 102 опоры уличного освещения. И в рамках обеспечения безопасности дорожного движения также предусмотрено устройство барьерных ограждений и также дорожных знаков на аварийно опасных участках. Сотрудники ГИБДД призвали ленчан быть бдительными на дорогах. В Ленском районе введен усиленный вариант несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции на дорогах дежурят волонтеры. Они раздают водителям буклеты с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия направлены на профилактику ДТП, что особенно актуально в летний период, когда машин на дорогах района становится в разы больше. Весь личный состав ОГИБДД совместно с отделом МВД, участковые уполномоченные, ППС, ПДН, все переведены на усиленный режим несения службы. Также совместно будем выходить экипажами на дорогах города Ленска, поселковых дорог и автомобильных дорог республиканского значения. Будем массово задействованы в период 12 по 24 августа. Хотел бы обратиться к родителям. Мототранспорт – это источник повышенной опасности. Для управления скутером и мопедом нужна соответствующая категория М. Глава Якутии встретился с юными исследователями и ознакомился с научно-исследовательскими проектами, в которых задействованы дети со многих районов республики. Как отметил глава региона, участие детей в научно-исследовательской жизни Якутии является важным направлением в развитии образования. Эта работа повсеместно поощряется руководством республики и призвана развивать у подрастающего поколения стремление не просто к новым знаниям, но и навыков и компетенций, необходимых для социально-экономического развития Якутии. На дистанционной конференции с главой нашей республики Айсеном Сергеевичем
Мы сказали, ну, не только как а серьезные вещи, как открытие геологических классов в школах республики. Потому что мы очень богатая геологическая страна, республика, и поэтому нам нужны вот такие классы, чтобы ребята заранее знали, куда идти. И знали свою республику, какими богатствами мы обладаем. Ну, будет называться геолого-палеонтологическая. А в Нерюнгри этим летом впервые стартовала программа летней занятости для молодежи «Отряды мэра». Участники получили бесценный опыт, знания и нашли новых друзей. С первыми городскими трудовыми отрядами встретилась Екатерина Павлова. Школьников в ярких жилетах с надписью «Трудовой отряд» на городских улицах видно сразу, даже несмотря на густую зелень. Ребята с большими мешками собирают мусор, который накануне разбросали в скверах и парках несознательные горожане. По лицам ребят видно, что они не отбывают повинность, а увлечены, азартны и настроены оптимистично. Работа очень хорошая, впечатления хорошие, знакомств новых, очень много. До этого у меня не было такого опыта, потому что все время гуляешь, ничем не занимаешься, а тут что-то уникальное такое, прям интересно. Тут и тренинги, и чем-то занимаешься новым. В общем говоря, на месте не сидишь. Это все-таки ваш город, вы здесь живете, и для вас это будет лучше, если вы не будете загрязнять. Работа мне сама по себе нравится, коллектив хороший. Благоустройство города, мелкий ремонт, подкраска заборов. Помимо основной работы, ребята знакомятся с общественными объединениями, государственно-культурными учреждениями города. В этом году для Нерюнгри это пилотный проект, поэтому отряд составляет всего 10 человек. На следующий год отряды планируют увеличить, так как желающих очень много. Претендовать, скажем так, на вступление в этот отряд могут дети от 14 до 18 лет. То есть это несовершеннолетние граждане, официально устраиваются с заведением своих первых трудовых книжек, получат достойную оплату в рамках федерального законодательства за свою работу. Работают они в среднем по 4 часа в день, выполняют всю поставленные задачи, которые мы им ставим. И этот механизм работы – это отличная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, занятость несовершеннолетних в летний период. Сегодня первая нерюнгринская бригада уже составляет свою летопись, рассказывая о проделанной работе, о коротком, но насыщенном совместном трудовом пути и о дружбе. Отряд мэра – это не только трудовая школа для подростков, но и школа жизни, где можно проверить свои навыки работы в команде, принятия и выработки различных решений. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.